Впервые сегодня родственник Toyota Aqua, Toyota Axio будет родственник. В принципе, кто, ну там сразу же делаю картинку, поэтому это родственник, однофамилец. Такая же энергоустановка стоит, такая же батарейка стоит. В общем, прошу любить и жаловать. Филдер гибридный, на туманках, до рестайл, четкий филдер, свежак, 14 год. Опа, сейчас фоточку сделаем. Стоп! Сейчас скажу. Скажу, сейчас назад надо будет чуть-чуть. Чуть-чуть назад, пожалуйста. Стоп! Все. Че, поснимаю? Что за аппарат? Капот чуть-чуть приоткрой, пожалуйста. Итак, 14 год, да? Да. Хоба. Так, ну что, сначала капот. Грязный у нас, город грязный. Город грязный у нас, но это мелочи, в принципе. Да. Вот. Это нормальное состояние, как бы. Трудовая грязь, так скажем. Да. Вот. Хавай. Нравится тебе? Да, нормально, но Что? у меня проблема в том, что он часто заводится. Часто заводится, значит у нас с батарейкой тут у нас проблемы, значит, скорее всего. Итак, это мы уже подкапотное пространство видели на Toyota Aqua. Тоже вот эти вот наблюдайте всегда. Если этого пластика нету, то было какое-то ДТП. Колхоз какой-нибудь здесь есть под капотом? Даже сигнализации нет. Сигналка есть? Есть. А? Есть. А где эта пикалка твоя? Куда ее спрятали? А, вот она. Все грамотно сделали, да? Так, шумоизоляции нет. То бишь это не крутая комплектация, но туманки есть. Туманки сам ставил? Нет, есть. Родные, да? Наверное, так вот. Может быть, кто-то уже позаботился о туманках. Все, захлапывай, пожалуйста. Давай. Закрой, пожалуйста. Посмотрим. В общем, я сам в свое время хотел филдера, только рестайла, с такими раскосыми глазами. Я сейчас картинку найду, сюда прикреплю, вот поставлю, как вот это вот до рестайл и как рестайл будет выглядеть. В общем, все равно четкая машинка, мне очень нравится. Единственный как бы его косяк считается то, что стойки тут слабенькие, да? На одном болту стойки. Ну как бы считается слабенький, но у Хонды у всех так. Кто-то мне сказал, Honda давно ездит на одном пальце. Вот тут один палец вот такой. Не как раньше мы, 4 этих было, да? 3. Так, теперь сразу всегда обращаю внимание на резину. 195, 65 на 15. Мишлен. О, круто, Мишлен, ребята. Это вам... Кто там? Made in кто? Made in Германия? Ну-ка, что написано? О! Фашисты! Фашистская резина. Шучу, конечно. Есть поворотки, такие накладочки. Но это явно накладка, это не прям ручка. Но все равно приятный элемент тюнинга. На колпаках сзади у нас попа такая дутенькая. Кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться. Ну, вкусовщина. Ну, а как вы универсал сделаете? Вот. В чем его отличие? То, что у него багажник классный. О, как бодро поднимается. Багажник вместительный. У Аквы вот тут заканчивается багажник. Вот здесь. Считай, вот добавлено, грубо говоря, 30 сантиметров. Есть запасное колесо. Это вот войлок ты сам, да, делал? Да, Сколько лет тогда получается у тебя? Год ездил? да, есть. 2 года почти. 2 года проездил? Полтора года. 2 зимы. Да. 2 зимы В уже. Якутске в 19 году. Вот лайфхак, ребята. Не надо там всякие комата, коврики покупать. Берете старый линолеум. Да. Ну, лучше новый, конечно. Но там остаток, допустим, остатки. Вырезаете линолеум. И все, и вот так четко. Но это должен делать не рукожоп, потому что видите, как все грамотно.
Грамотно все вырезано, без всяких. Ну, еще момент такой. Хоп, легко поменять амортизатор. Да, легко. Вот, хоба. 3 секунды открутил, поменял. Никаких стоек. Это удобно. Ручка. Да, смотрите, еще раз объясняю. Хоба, чпок, и она должна упасть. Да, она падает, потому что тут шторочка и закреплена, поэтому не упал. А так он упадает вот так. Ну ладно, потом поправим. В общем, вот эта ручечка, хоба, видите? Автоматика и тема. Считай, крупногабарит, можно отдыхать, спокойно спать в салоне. Все четко привезти, увезти. Поэтому филдер топ. Сейчас он дорого стоит, филдер. Особенно в новом рестайле. Есть вот такая ручечка. Всем показываю, как закрывать правильно. Оба! Тяжелый лифт. Это уже заменил. Поменял. Поменял китайские, да? Китайский. В Тамаре, да, продаются? Да. Все, ребят, в китайские вот эти газлифты продаются. Это очень хорошо. Прям ничего не колхозил, тупо прикрутил и все, да? Блин, классно. Туго идет вообще. О, надо баночку качать. Еще тут есть такой нюанс. Один такой очень интересный нюанс именно у этой модели. Пластиковая крышка багажника. Пластиковая. Говорят, дорогущая. Не знаю, там, не поленюсь, если в форпосте посмотрю, сколько до рестайл стоит и сколько рестайл. Чем рестайл отличается? По стопакам добавили вот тут декоративную такую катафоту. Ну, а в VXB, может быть, даже и горят там. Есть VXB комплектация дорогая. Но это тоже четко. Мне нравится. Корма у нее такая сочная. Итак, пойдем в салон. Салон немножечко поснимаем. Может, кто-то хочет купить, рассматривает. Автомобиль такой. Итак, обращаю внимание всегда на коврики. Вот это коврики премиум сегмента считается. Но они и стираются. Знаете, то, что они и стираются. Вот такие вот получаются моменты. Поэтому, как бы такое, оба, сидишь в машине четко. Прям четко, прям сиденье классное. Я вот сел, мне комфортно. Тебе комфортно сидеть? Да. Четко же, сиденье четкие. Прям вот я вот так сел, прям вообще классно. Прям. Итак, что тут в отличие какое от Аквы? Имеется тахометр. Имеется вот такой крутой экранчик цветной. Так, имеется вот такой классный экранчик, который, хоп, дверь открыл, показывает именно какая дверь открылась. Удобно. Багажник открыл, багажник будет показывать. Удобно, вот эта вот картинка, она сама вылазит. И главное, экранчик цветной, имеет хорошую графику. Видно? Ага. Здесь можно сейчас вот такой экранчик, экономайзер, он такой, ну прям, мне нравится, когда вот такие вот моменты есть, как экранчик, все равно это приятно. Я считаю, что это очень приятно. Теперь, почему хозяин жалуется на то, что батарея всегда в разряженном состоянии. А раньше как было? Сейчас вот на полном, когда газует, да? Но. Где-то 5-6 и быстро заканчивается. Всегда ну сейчас на 300. Ага. Сейчас приборчику подсоединим, посмотрим. У меня стандартные есть, как с мероприятия такие, которые проверяют. В общем, теперь дальше продолжаем. Салон. В чем фишка салона? Это Axio. Но в исполнении Fielder, то бишь универсал. Вот такая, типа а-ля карбон. Еще в то время был этот карбон на хайпе. Сейчас уже карбон никто не делает, как бы уже отошел, да? Помнишь карбон? Типа там волокна, там очень прочный углепластик. Хоба! Вот такая вот есть ниша перчатная. Офигенно, офигенно. Внизу, хоба, тоже с лифтом. Хоба, перчатный ящик, нормальный глубокий ящик. Здесь все пластиковое, прям вообще даже нету намека на то, что тут есть какой-то хотя бы тряпочки, не тряпочки, ничего нету. Поэтому он полевой, так и называется, филдер, типа поле, полевой, в полях ездить там или что они делают.
Да, но это только в крутых Алионах бывает и в крутых Приусах. Хорошая комплектация. Козырек не имеет у нас никаких зеркал. Тут тоже нет никаких. Но это дешевая комплектация. Но у всех гибридов вот такой климат-контроль. Я всегда рассказываю, как климат ставить. Авто нажимаете и 25. Все, больше не надо. Если жарко становится, можете 24 поставить. Но, как правило, 25 ставишь, этого хватает. Вот авто, ребят. Он сам переключит салона, либо оттуда взять. Потому что он знает, где лучше воздух взять, чтобы быстрее охладить. Климат пусть этим занимается. У вас есть климат-контроль. Пусть климат занимается этим, а не вы. Если будете хай делать, то просто можете заболеть. И он автоматом включает вот. Есть вот печку крутить, вот чик-чик. Когда так делаешь, автомат сразу скидывается. Автомат сразу скидывается. Кстати, зимой тепло? Да. Зимой тепло, хозяин говорит. Вторые Двойное стекла. стекло, Лобовое. внутренние тоже это. Пэт-пленки. Пэт-пленки. Все. Только передние или по кругу? По кругу я делаю. По кругу пэт-пленки. Но тепло прям конкретно. Да. Но. Как ходовка? Все-таки говно или нет? Нет, нормально. Ходовка все-таки нормально. Если хорошая вот эта вот 195 на 65 резина, если стоит, то будет хорошо. Если меньше поставите, то может быть не так. В общем, смотрим. Не знаю, родной, не родной пробег. 101 тысяча. Сейчас разберем и посмотрим, что... А, кстати, вот еще подлокотничек. Удобно. Не двигается. Не двигается просто. Ну, он как бы считается такой бюджетный вариант, но все равно. Это миллион уже с копейками стоит. В принципе, я считаю, что он своих денег стоит. Я сам хотел купить, у меня даже какая-то была мечта купить такого себе филдера, только, ну, с рестайлом. Но мне нравится, в принципе, четкая машина, двери большие, сзади так. Сейчас я сзади сяду, сам за собой. Так, сам за собой. Задняя дверь тоже все простенько. Есть вот такая ниша, там телефон положить, вот игрушки. Как этот? Котопес или как он? О, прикольно же. Надо его вставлять всегда. Котик. Как ее зовут? В комментариях, ребята, как зовут вот эту вот кошечку. Все пластиковое. В принципе, это нормально. Потому что чем меньше вот этих всяких вещей, которые мораются. Да, а вот пленочки, пожалуйста. Тем проще это отмыть. Допустим, 2000-ником попшикал, тряпочкой протер, сверху нанес полиролькой, протер там. Все четко. Сзади имеется колоночка. Кстати, работает? Да, да. Работает. Родные. 4 колонки получается. Итак, сам за собой сзади сижу. Но место поменьше, чем в Приусе. Почти так же, как Аква. Видите, один кулачок всего. Всего один кулачок получается. Вот. Хоба. Ну, чуть больше одного кулачка. Сзади, если тут сидеть посередине, ну, приходится обнимать вот этот подлокотник. Так, над головой что у нас? Вот так вот, если сидеть, в принципе. Ну, это не Prius. Prius, конечно, получше на третьем, на втором ряду. Ну, вот, обычные ручки. Кстати, бодрость машины можно по этим ручкам проверить. По скорости. Вот я вот делаю, хоп, отпускаю. Видите, как быстро возвращается? Хоп. Значит, машинка бодрая. В такси не бегала, не сидели тут пассажиры. Но тут чуть-чуть помедленнее. Тут побыстрее. Хоп. Видите? Хоп. А здесь хоп, помедленнее чуть-чуть. Итак, вылазим. В принципе, все так же, как у Аквы. Батарейка находится здесь. Сейчас разберем, посмотрим. Багажник обсудили. Крыша имеет вот такую вот антенку. Но в рестайле пошел уже плавничок акулий. Дверь, пожалуйста, большая. Открывается хорошо. Закрывается тоже хорошо. Хоп, хоп. Ну, свежая машинка. Раз, два. Будем разбирать. Да, и, кстати, это простая комплектация. Без... Да, без кнопки старт-стоп. Просто хоп. Обычным ключом. Хоп. Обычный ключ. С какой-то стороны это хорошо.
что есть механический ключ. А с какой-то стороны плохо. Еще есть вот такой вот момент, может кто не знает, что это такое. Так берешь его, хоп, на себя. Монеточки сюда складывать. Хоп, убираешь. Ну, прикольный такой ящичек. Здесь у нас регулировка механическая подъема фар, когда от загруженности сзади, чем больше людей, тем вверх поднимается, чтобы не слепить, вниз надо опустить. И туманочки. Видимо, это кто-то самостоятельно их установил. Может, заводское исполнение. Это я сейчас проверить не смогу. Ну все, в принципе, приступаем к разбору. Так, сняли. Ребят, ну когда вот такие вот моменты происходят, батарейки очень несладко. Очень несладко. Как войлок образуется. Видишь, черный волос. Поэтому хотя бы рукой. Вот так вот прочищайте. Там есть специальная ниша. На пластике специальная ниша есть. Ее отдельно можно отщелкивать. Вот, ее отдельно отщелкивать и хотя бы рукой вот так чик, отщелкнул вот эту штуку. Получается, она вот здесь стоит. Отщелкнул ее. И рукой хоп-хоп-хоп. И все, достаточно там раз там в месяц хотя бы глянуть туда. Вот. Как коврики. Ну, моете же машину. Хоп, глянул туда, почистил. И все, назад одел эту штучку. В принципе, легко это сделать. Ну вот, такое состояние вентилятора. Сейчас буду продувать. Ну и все. Ну, А всё. пауза вон. Ну, всё. По совету бывалых мастеров стал теперь тормозить ее. О. О. Никак ее в другую сторону не закрутить. Он всегда в одну сторону крутит. Так, теперь снимем, посмотрим, что здесь. Что у нас здесь? Отжал, да? Ну посмотрим, что внутри. Что у нас внутри лежит. Интересно. Так. Стенка. Вторая стеночка. Все. Теперь здесь. Вот отсюда надо снимать, как выходит пыль. По краешку иду. Теперь.
Ну вот, положили на стол, чуть-чуть небольшая перестановочка, жду. Еще один прибор здесь будет, скоро мониторы. Порядок тут наведу, побелю, стеночки все сделаю по красоте. Да и как бы удобно, вот так вот будет у меня стол теперь стоять, что с двух сторон можно будет зайти. В общем, визуальный осмотр. Вентилятор сразу же. Очень простая система охлаждения, кстати. Тупо вентилятор вниз продувает. Здесь упирается в стеночку. Все, вверх поднимается и уходит. Вот и все. Без всяких. А раньше, допустим, вот у Приуса упирается сюда, вверх поднимается. Вот, допустим, Приуса. Оттуда вентилятор идет, вот сюда упирается, вверх поднимается и туда уходит. И по второму кругу, грубо говоря, вот так, ну, циркулирует. А здесь не циркулирует. Тупо отсюда зашло по низу, что-то охладило, вышло и ушла. Вот эту часть не возвращается. Если бы вот эта штука была бы здесь, она бы вот так и отсюда выходила. Зачем они так сделали? Ну да ладно, инженер Toyota, наверное, лучше знает. В принципе, 100, ну, скорее всего, может, сетованный пробег, маленечко скрученный. В общем, у меня есть вот такие терпилы. Объясняю всем, если запустите, вот они вот так вот, 20 штук здесь стоит. Если запустите состояние батареи, вот эти батареечки, вам просто они пригодятся только для либо Powerbank, то бишь плюс-минус вот так соединить, плюс-минусом. Хоба, вот так закоротить, здесь будет 14 вольт. Лодку накачивать, понимаешь, да? Вот есть же эти насосы, лодку качать ПВХ, удобная штука. 14 вольт заряжается обычным зарядником. В общем, если запустите, только для таких нужд она вам пригодится. Как терпила вот сюда вот так, хоба. И все. Чтоб ровненько стояла. И то, по-моему, еще одну надо батареечку сюда положить. Ну да ладно. Так, это по-моему, у меня рабочий. Да, вот у меня нерабочий. Ребята здесь стоят, лежат. Отсюда можно брать. Ага. В принципе, нет, ровно. Да, не надо. Все. Все чуть-чуть. Ну вот такое вот состояние. Сейчас быстренько хозяину батареи передам. Вот будет теперь вот обзор вот так сниматься. Итак, задняя часть. Смотрим состояние контактов. Состояние контактов. Что видим? Что мы видим? Зеленое. Зеленое. Можно приблизить. Удобнее приближать, чем подводить, потому что там камера меняется и как бы. Вот. Ну видно зеленое состояние. В принципе, контакты под замену. Сейчас по прибору посмотрим состояние батареи. Стандартный забег стандартный будет. Вот. Видно зелененький. Сниму, вот здесь положу их потом. Итак, приборчик подсоединяем. Пока пауза. Итак, смотрим. Подсоединили прибор. Батарея в статике 0,05. Можно вот тут увеличивать. Вот главное вот эту циферку увеличить. Это статика. То бишь, просто вот машина приехала и показывает вот такую разницу. Но мы сейчас, наша задача сейчас ей дать маленечко дроздов. Поэтому первые 400 метров результат должен быть. Вот когда вот эти 400 метров он пройдет, должен быть результат, видно, да? 4 минуты 45 секунд минимум. Если будет больше, то это плохо. Так, стоп. В общем, пошло. Ток 5 ампер, начало старта 5:15:55. Вот. Должно пройти 400 миллиампер. Время должно быть, отражается, время должно быть 4 минуты 45 секунд, не меньше. Так что если будет меньше, значит батарея плохая. Ну, в принципе, на всех видео я своих показываю, как это выясняется. Поэтому тут никакого наедалова нету, никто никого ничего не обманывает. Мое дело как бы просто снять, показать человеку, если у него все в порядке, то
Это супер. Меняет раз в полгода контакты, там продувает, как я показал, сеточку рукой. И все. В принципе, машина неприхотливая, очень экономичная. Ну, бывает состояние, конечно, не очень. Бывают дохленькие батареечки попадаются. Поэтому, ну, это техника. Это лучше, чем литий-ион, который может там загореться, 2 дня тушить его, как на этом видео, которое там ссылку добавил. Добавлю, наверное, если не забуду. В общем, уже 2 минуты. За 2 минуты почти 200 спустилось. Ну, как бы первый этап, первые 400 метров, это чисто такие, как бы, ну, они ни о чем, грубо говоря, не говорят. Просто так пробежаться для начала. Вот второй, третий этап, когда уже 14 вольт будет, тогда уже серьезно. В общем, первый этап 4 минуты 36 секунд. До 40 не дотянуло. Это уже не без пробежка, так скажем. Потому что без пробежки было 4 минуты 45. Здесь 4 минуты 36. Поэтому смотрим дальше. Второй этап. И до 14,74 опустилось. Второй этап, поехали. Чук-чук-чук. Щелкает, блядь. Итак, второй этап. Филдер, 14 год. 4 минуты 51 секунда. Это уже 800 метров они прошли. Дальше. Третий этап. Разбег смотрим. 12. Так, это 120 получается уже разбег. Дальше. Хоп. Теперь объясняет. Так, третий этап. 4 минуты 55. Почему разница получается? Потому что ток чуть-чуть уменьшается при разрядке. Поэтому, ну уже третий этап прошел. Идем на четвертый. В батарее все в порядке. В принципе. Я считаю, что все в порядке. Но сейчас посмотрим на минимальных токах. Когда уже 14 вольт будет. Когда самая большая пиковая нагрузка получится. Посмотрим, как она будет выпадать. Как она будет выпадать из списка. Ну все, четвертый этап. Батарея, четвертый этап прошла. 4 минуты 56 секунд. Разбег увеличился. 0,19 стал. Вот сейчас будет момент истины. Пятый этап. Может быть, в этом пятом этапе кто-то из них покажет себя с плохой стороны. Итак, момент такой. 0,16 разбег в пределах нормы. Ну как, 0,15, конечно, это 150, грубо говоря, разбег. Вот, это очень хороший разбег. Все равномерно сели. Батарея в хорошем состоянии. В принципе, четко. Все четко. Чистим контакты. И все. Главное не проморгать, потом через полгода где-то опять не проморгать вентилятор. Ну, это перво-наперво. Ну и каждые полгода контактики посматривать. По состоянию тоже. Глядеть, чтобы вот такое состояние продолжалось, надо хотя бы не проморгать вентилятор. Ну все, будем собирать, контакты чистить. Отличная батарейка. Все, 14 год. Поэтому как-то так, все в родное, все родное. 3 года. 3 года в Якутске, так что спокойно можете брать гибриды. Не париться вообще абсолютно. За 3 года человек, наверное, такую приличную сумму денег сэкономил на бензине, на самом деле. Если быть вот чисто просто посчитать, сколько филдер вот этот гибридный кушает и сколько тот же филдер кушает старой будки. Да? У тебя же есть этот, статистика же есть, наверное, у тебя. Расскажи, у тебя же прошлая же машина была? Да, была. Снимай, пожалуйста, расскажи. Была прошлая машина и... Ну, этот Кто был у тебя? филдер тоже 7-го года. Так, и какой у него был расход? Ну, больше, чем этот. Так, Больше? 1,8
2 ЗР. А, 2 ЗР у тебя был. Ну, отличие я почувствовал. Ну, он более сильный. Филдер был сильный. Но Тот, да? 1.8 чуть-чуть. 1.8, да. И А да, а на этом прошлые выходные ленские столбы туда и обратно за 1 косарь. За 1 косарь. А где заправился? Ну, здесь, в Якутске, Туймаге, на Покровском тракте заправиться. На Покровском тракте залил косарь, приехал. Ну, все. А сколько ты по одометру не обнулял? Сколько километров? Нет. Да, Ну, примерно вы должны понимать, что Оленские столбы, это получается, мы едем, проезжаем Максиголов, проезжаем Булгунихтат, проезжаем Лоханан. Лоханан, Еланку проезжаем. Да, проезжаем. Еланку проезжаем? Да. Потом Китары. Китары проезжаем? Да, потом последний Тумул. И Тумул проезжаем. Да. И в Тумуле ты останавливаешься, потом На лодке. на лодке на Там уже рядом. и назад еще Да, приехал. еще назад И приехал. такое же состояние бензобака. Да, да. Ну, сами, ребята, поглядите сами, как бы. А 1.8 бы проехал бы так? Нет. Где бы он, заправился бы. где бы заправился? На обратном где-то в Булгунихтах я заправился. Уже бы. Да. Да. Стопудово. Да. Это 100%. Конечно. Все. Так что, ребята, вы понимаете, то, что в чем фишка гибрида. И не надо его бояться. 3 года человек ездит. Прям реально, да? Ты помнишь, как ты его покупал? Ну да. По этому дрому нашел. А, по дрому нашел? Да. Бушку? Да. Бушный взял еще? Да. Блин, видите, даже бушный взял. Ну, в Владивосток с Японии в 19 году был. А ты купил, получается, в 20-м? 21-го. 2 года там бегал. Да. Вот видите как. Так что, ребят, вот чисто, как это называется? Честный отзыв. Вот. Честный отзыв. Поэтому смело покупайте. Главное не запустить состояние. Как, в принципе, в любом деле не запустить состояние. И все. Так же, как и с конкурентами. Не запустить, кто первый, тот и папа, кто-то говорит. Либо кто-то расслабился, а молодые конкуренты подошли, и все уже. Вот. Кто-то кому-то доверяет, а кому-то нет. Поэтому как-то так. Сейчас будем разбирать, снимать контакты. Кстати, даже у тебя эти болтики даже не особо не окисленные. Смотри, какие болтики четкие. Вот, ну чуть-чуть есть вот тут электролит вот образовался. Все. Болтики четкие. Ну, 14 год. В принципе, если возьмете, получается, филдер сейчас в рестайле 19 года можно. 1 100 000, 1 200 000, 19 года. Спокойно можете кататься. Сколько там? 3 года. Ну, при условии, конечно, если будете поглядывать, вот когда я показываю. Если не будете это смотреть, конечно, сеточка, сами видели в начале, войлок образовался. Этот войлок просто вашу батареечку убьет. И все. 3 года она не продержится в таких условиях. Вот контакты, да? Какие контакты за 3 года здесь, в Якутии. Какие они были у того хозяина, когда она без пробежки была, я не знаю. Но, в принципе, у нас тут влажности нету. Поэтому вот так вот. Если была бы влажность, был бы, считай, соль в воздухе, они бы были бы зелеными. Ну где-то она вот 10-го года ко мне приезжает, 10-го года, она уже прям конкретно зеленой становится. Вот я сейчас покажу 10-го года. Вот так. Ну вот смотрим, вот Prius 30, да? Вот 10-го года. Состояние же видно же, да, по-моему? Отличается? Да. Загрязненность. Вот тут вот контакт сам, который прижимной контакт, а вот тыльная сторона. И вот тут тоже. Хоп. Вот тыльная сторона. Какая здесь тыльная сторона грязная? Это 10-й год. Получается 4 года разницы. А вот это 14-й год. За 4 года вот примерно вот покрывается вот дополнительным слоем, так скажем. А вот я меняю контакт. Получается, это я не шкрябаю их там чем-то, это просто химия съела вот это вот, преобразовала эту в грязь, сняло с меди, и вот
получается гальванизация или как там химический процесс очистки. В общем, сейчас все вот такие контакты поставлю. И всё. И можно кататься дальше. Ну все, наверное, пауза. В общем, Влад решил рассказать еще, что да как, свою историю. Ну вот, Давай сначала. Ты говоришь, никто не знает. да, вот, не, знают, но не все. Все спрашивают, как машина, гибрид в нашем климате, в нашем городе как. Ну, я сам-то первая машина у меня гибрид, поэтому сам тоже не знал, поэтому вот 2 года уже на нем почти. Ты же говоришь 3 или 3. Нет, 2 года. В первом. А эта машина в Якутске третий год. Все. Да. Третий 1 год. Этот другой хозяин. Я у него купил и 2 года. Да, да. Все. Третью зиму получается. Да, третий зиму. 2 зимы отзимовала. Да. В общем, Спокойно. народ не знает, говоришь, про гибрид. Боятся и так далее, да? Да. Хотя сейчас покупают Хонду, видел? Honda-то Шаттл, да? Да, допустим, для меня даже Honda это новая, так скажем, и опасное увлечение, потому что там есть технологические такие моменты, которые просто стоят денег, которые стоят просто денег. Если что-то там пойдет не так, будет кругленькая сумма. Здесь, в принципе, изначально батарейку купить, если взяли без пробежку, либо перед покупкой, проверили, как говорится, хорошо. Так, главное вовремя, то есть купить удачно. Купить удачно, главное. Чтобы не поддаваться, так скажем, на провокации. Проверить как следует. Сколько людей вот, уже ко мне обращаются, да? Я им говорю, я вам проверю батарейку со снятием. А продавцы не соглашаются со снятием. Потому что чувствуют, что что-то может пойти не так. И получается, реальный покупатель может сорваться. Но на это вы внимания не обращайте, так скажем. Внимания на это не обращайте. Не поддавайтесь на провокации. Всегда проверяйте батарею. Лучше у проверенных, лучше со снятием. Прям вот так вот посмотреть на нее, на батарейку. Чтобы все ровненько было, чтобы контакты были чистенькие. Чтобы прибор показал, дал добро. Вот я, допустим, сейчас, если Влад захочет машину продавать, я под эту батарею подпишусь. Я скажу, что батарея четкая. Батареи проблем нет. Самая главная составляющая этой машины — батарея. Если бы у Влада были бы тут какие-то проблемы, мы бы эти проблемы устранили. Ну там, за счет, конечно, Влада. Вот. То я бы знал это. Если опять эта машина ко мне приедет, я скажу, ну батарея хорошая, я производил ремонт. Поэтому как-то так катается. Держать. Миша, они еще заводское исполнение, они наносят какой-то клей специальный. Но у нас этого клея нет. Вот, мы же не японцы. Вот. Но все равно, вот, пожалуйста, контакты окислились. Я их аккуратненько демонтирую. Аккуратненько демонтаж. Оба. В общем, 3 года, 3-я зима. Да я сам как бы на гибридах ездю и считаю то, что за 3 года это круглая сумма денег. Даже просто тупо экономия. Вы сэкономите и на батарею сэкономите, и на двигатель сэкономите. Ну, смотря сколько будешь ездить, конечно, опять-таки. Это зависит уже от человека, сколько он ездит. А если в такси, так вообще даже вопросов нет.
Если такси, то по-любому гибрид. Кто-то скажет, что... А, кстати, он зимой больше кушает? Или Нет. меньше? Ну-ка вот этот, развенчай-ка миф, пожалуйста. 1,8 вы сколько кушал? Одинаково. Одинаково? Нет, зимой. Просто ты не умеешь печкой пользоваться. Да. Я тебе покажу, может, ну, зимой, в принципе, еще будем общаться. И я тебе покажу зимой, как пользоваться печкой зимой. И постоянно этот, Ага. Хоп. там этот, вентилятор. Срабатывает, да? Да. Это нормально, то, что вентилятор срабатывает. Все же жарко. Все, завелась. О, все завелась. Блин, так непривычно, да? Ё-моё, ребят, вообще непривычно. У тебя, когда клемма, нормально там все, да? Клемму, когда аккумулятор раскидываешь, теряется? Нет. Все. Вот это так гудит, это у нас гудит этот кондиционер. Кондиционер 25. Ну вот в чем фишка, есть тахометр. 1200 где-то холостые обороты. Итак, надо мне дверь закрыть, А так наверное. должна газовать, да? Да-да, он сейчас батарею заряжать будет. Это нормально. Давай пока закроем. Садись пассажиром. Сейчас покажу, как пользоваться. Так, трип 1, трип 2 мне надо. Трип 1, трип 2. Так. Оп, где она отображается? А вот это те кнопки. А, часы что ли? Да, да, часы. А где часы? Города 4, 5. А, все, блин, нифига себе. Да, сколько сейчас время? 4. Ровно? А, подожди, тут наверное, по нулям, наверное, надо быть. Минута? Блин, с часами. Ладно, пока пауза. Ну все, завели. Сейчас трип посмотрим. Так, трип А. Вот одометр. Одометр у нас показывает сейчас 101 394 километра. Трип А 22 тысячи. Давайте вот долго жмешь на кнопку трип, обнуляешь. Наша задача сейчас посмотреть, сколько у нас километр на литр. Так, 27 за бортом. Так. 27 за бортом. Здесь мы обнулили. Трип Б. Трип Б, АВГ 8 километров. Так, сейчас мы глянем. А вот же эти. Все ордена, медали здесь раздают. Итак, экономайзер. Это у нас 21 километр на литр. Обалденный результат. Это, то бишь, меньше 5 литров кушает. Поэтому ты проехал на 1000 рублей. Это очень круто. Ни одна машина вам такого расхода не даст. Поэтому 21 километр на литр. Сейчас мы обнулим трип Б. Хоп. И все. Аккуратнее, грузовик. Итак, самоуспокоение теперь у человека стало еще лучше. Сейчас мы ему настроим бортовой компьютер, настроим. В принципе, можно на филдере прокатиться. Все, стоп. Итак, чуть-чуть тест-драйва. Раньше у меня было желание купить такую машинку. А ремень сейчас пикать будет. Да, сейчас мы ремень пикания застегнемся, все как положено. Ну, лично я себя чувствую комфортно здесь. Машинка такая свеженькая. И как бы ходовая часть такая прям бодренькая. Я вот чувствую, вот бодро идет. Свежо. Это не Prius. Prius более вальяжно как-то, что ли, едет. Камера заднего вида, в принципе, ну, на правильном расстоянии для глаз. Так, пока паузу нажми. Итак. Ну, мое
как бы ощущение здесь такое маленечко жестковатое, да? Кажется, жестковатое? Да. Чуть такое жесткое такое. Руль пластиковый. В принципе, это прям на место водителя сел без всякой регулировки. В принципе, у нас пропорции одинаковые. Вот. Сейчас. Куда ты поехал? Так, Эва коврик, по-моему, тут мешает, газ нажать. Ну, филдер. Мое ощущение здесь то, что жестковатенько. Я вот сейчас еду. По ходовке ничего не делал. Ну, амортизатор задний менял. Оригинальный или китайский? Ну, аналог. Не китайский. Китайский, да? Не. Тайвань, что ли? Или как? Ну, все запчасти есть на ней? Да, есть. А по ходовке еще что-то делал? Шаровые? Шаровые нет. Шаровые не менял? Линки менял. Так. И гранаты. Гранаты. Привода. У меня тоже привод рвался на акве. Поэтому, ну я чисто пыльники только менял, я гранаты не менял. А когда ты пассажиров садишь, 4 пассажиров садишь, как она попа пробивает, плавать начинает. Нормально. Я вот другую пружину поставил от шаттла Honda. От Honda Shuttle сюда пружину ставят? Более здоровый. Вот вам лайфхак, здоровая ребята. Пружина. Видите, как рассказываю, много честного отзыва, много остается как бы. Вот. Час мы Родная пружина слишком мягкая была. Да. Когда 3 человека садится уже задний вот так. Ощущение, как будто я не могу газ нажать. Но это не Prius, ребят, это полторашка, она так не едет бодро. Либо сейчас остановиться где-то, посмотреть, что с ковриком, может это коврик запинается. Ну, допустим, я сейчас, вот сейчас 100 км в час. Едет спокойно, шумоизоляция. Ну, как сказать, нормально, в принципе. Нормальная машина, свежая, не для гонки, могу честно сказать. Машина не для гонки. Сейчас посмотрим коврик, что с ковриком, почему так вяло педаль газа нажимается. Может быть, все. Это специально, это Нифига себе. Давай попробуем, знаешь, как на время. Да. На время тест-драйва скинем. Багажник можно. Смотрим. Да, засниму этот подпятник, ребят. Вообще, я такое еще не видел. Вот он, какой-то шпинек такой стоит, который не дает прям. Ну вот. Ограничитель. Какой-то, да. Может быть, если его подпилить, в принципе, вот он, видите, его вот так по пластику вот так взять, отпилить, и тогда будет он бодро разгоняться. Зачем они вот этот подпятничек сделали? Вот я за него держусь. Ё-моё, как так-то, блин? Два пальца. Два пальца, блин. За 3 года человек это специально, чтобы не топал. Как овощ ездил, овощ. Итак, кроссовки. Кроссовки оставим на улице. Шучу, конечно. Ё-моё. Все. Все, чтоб не морать. Проверим теперь тест-драйв, как будет. Так, вот чуть-чуть этот уберем. Оба. Будешь шлифовать? Да. О, шлифуешь же, ё-моё. О, вот теперь уже машина поехала, ёк-макарёк. Не дает вообще газу даже дать. Это что такое? Шлифанул даже. Ну-ка поснимай. Вот теперь машина стала нормальной. 2 года езжу и первый раз узнал, что там про ограничитель. Ё-моё, как ты ездил? Это же нормальная пушка-гонка. Она нормально едет, 120, 150 поедет, ё-моё. Ну, свежий двигатель. Может быть, из-за этого ты 3 года выдержал. Так бы он уже лег бы у тебя двигатель. Шучу, конечно. Это я чуть-чуть гоняю. Блин, поток машин.
На какой, да? L200, я моя в новой будке. Мордашка была. Вот опять фильтр обычный бензинка, да. Ну вот, сейчас проверим. Как раз там будет красный гореть. Ну вот, уже другое состояние. Чисто. Чисто. Так, здесь еще кнопка Power есть. Где? Там, где был это. Так, смотрим, где-то у нас кнопка Power есть у нас. Кнопки Power здесь нету, к сожалению. Ладно. На счет 3. Раз, два, три. Понял, что делать? 195 на 65 резина. Нет, сейчас тут, по-моему, камера где-то была. На каждом перекрестке камера. Сейчас мы ее проедем, чтобы не хулиганить. Вот, оказывается, может колеса твои шлифовать. Кто-то скажет, что это нельзя так делать, но это просто тест-драйв, ребят. Это просто тест-драйв. Просто, может, кто-то не знал, но вот этот пенечек, может быть, если этот пенечек убрать, еще пободрее пойдет. Вот, старый филдер. Так, еще 3. Раз, два, три. Опа! Ух! Он может, в принципе. Но он не орет. Не как обычная бензинка вот эта. Да? Заметил? Но. Плавный разгон у нее. Вот он плавно разгоняется. Смотрим, сколько там. 5000 оборотов держит. Вот уже 120 почти. Да, все, 120. Да. Но он может эту поддерживать скорость, в принципе. Поддерживать может эту скорость. Спокойно. Ну, сейчас я уже понял, что движок не особо-то и дохленький. На самом деле. Ну, что хотели вы от полторашки? Это не 1.8. Приус, конечно, пободрее едет. Приус однозначно пободрее едет. Может, тут реально нет, тут нет, по-моему, кнопки этого Power. В нашем городе невозможно разгоняться. Везде камеры, да? Да. Ну, за трассу Каждые 5 метров. каждые светофоры. 5 метров камеры, потому что, ну, это безопасно. Это безопасность, ребят. Хотя, кто не хочет Приуса, может взять филдера. Вот он, видите, что делает. Шлифует. 195-65. 195-65. Что делать было? Как бы я просто тапка в пол и все. Нету вот этого. Там. Просто аккуратненько и все. Так что, ребят, покупайте филдера, кому не нравится Prius. Чуть-чуть есть нюансы вот по задней подвеске. Вот здесь сейчас вот скаканули вот блинчик. Такой жестковатенький. Ну, потому что свежая машина. Вот просто реально свежая машина. Сейчас у тебя вот такая лампочка будет загоряться, EV. Это я включил ее специально, чтобы ты видел, когда ты на электротяге едешь. Ты можешь на электротяге ехать до 70 км в час. Ну, это смотря как будешь газ нажимать. Все, в принципе, тут расход обалденный у нее. 20 км на литре. Это там, ну, 5 литров реально на сотку она поглощает. Пятерик. При таких ценах на бензин 57 там, да? Это сейчас 2023 год, июль месяц. Что там будет дальше, я не знаю. Ну и все посмотрите у себя, как у них там коврики. У кого какие коврики, посмотрите. Вот у меня вот такой вот аппарат. Вот, пожалуйста. Если видите, этот аппарат здесь стоит, значит, я принимаю. 4 сезона мойка рядышком. В принципе, уже договорились, что это будет стоять. Поэтому обращайте внимание. Все, буду прощаться с человеком. С батареей все, у тебя огонь. Катайся. Спасибо. Еще 3 года, Да. минимум. Потом еще продавай его. Да. Видео есть, прикрепишь к объявлению. Скажешь 3 года тому назад. Ну все, ребят. Приезжайте, проверяйте для самоуспокоения. Бояться не надо их, ничего здесь страшного нету. Самое страшное — это поглощение бензина. Здесь его нету. Реально очень экономичный аппарат. Все, всем пока, до новых встреч. Буду прощаться с парнем.
Еще отвечу на один вопрос, замерзает ли батарейка, либо нет. Но смотрите, зима сейчас 50 градусов, допустим, представим. Вот стоит грузовик, да? Смотрите, у него что? А у него-то аккумулятор-то на улице. Он замерзает? А? А почему он не замерзает, кто знает? На самом деле тут зарядка постоянно идет, поэтому ему пофиг мороз. И внутри у него электролит залит. То же самое у нас там, вот эти маленькие батареечки. Тут тоже, если его разобрать, все плавили грузила. Знаете, что он вот так состоит из частей. И тут то же самое получается. Только просто он в этом корпусе сделан так, чтобы вы не видели. А на самом деле тут тоже 4 батареечки внутри. И они как бы внутри электролит, он не замерзает. Точно так же и эта технология, которую Toyota применяет в своих автомобилях. У них никель-металл-гидридные технологии. Ну тут где-то тоже должно быть написано. Блин, ну тут где-то написано, там, может, в паспорте этого устройства. В общем, такая же технология. Тоже цинк там и прочее десятое. Это не литий, который вот сейчас современный. Вот. Еще момент такой, хозяин рассказал, то, что у него было зимой вопрос такой, что прям реально замерзла батарея. Она может прям реально замерзнуть. Она может реально замерзнуть, потому что здесь, в этом автомобиле, нету обдува для задних пассажиров. Если хозяин самостоятельно выведет оттуда хотя бы кабель-канал, вот с переднего, ну, там, ну, куда-нибудь хотя бы врежется в этот поток теплого воздуха и выведет его хотя бы сюда, трубкой вот здесь, то будет уже чуть-чуть, но засасывать батарея теплый воздух от печки. Но если прям реально дубак, может, конечно, она подмерзнуть и начинать ругаться. Ругаться начнет. Просто на холод начнет ругаться. И как бы себя обезопасить, она покажет вам чек. Ну, как бы себя обезопасить. И все. Что это типа ненормально, что там 50 градусов там у меня. Вот. Как этот ругается датчик, который температуру показывает. Там минус 40 еще может показывать, а потом просто прочерки идут. Ну, кто понял, тот знает. Ну, а сейчас буду прощаться с человеком. Не бойтесь. Аппарат огонь. Очень экономичный. Филдер вообще вот. Если, допустим, выбирать Акву и Филдер, если она будет по цене одинаково, то лучше покупать Филдер. Это то же самое, как и Аква, только в кузове универсал. И реально это универсал, потому что можно привезти, увезти. Ну, это, грубо говоря, пробокс. Да, только навороченный. Пробокс. Пожалуйста. Офигенная тачка. Клиренс приличный. Ну, потому что пружины тут поменены, проставочки стоят, резина чуть повыше. В общем, как-то так. Ладно, буду закругляться. Еще раз. Давай краба. Я пошел. Заходите, если что. Вот, автосервис апгрейд. Ну и я. Хозяина показывать не буду. Иногда стесняется народ. Но это цифровое бессмертие. Тут как бы мотоцех. Вот это все надо, по идее, забывать. Вот это вот все, вот это вот. Чугуний этот весь. Вот это все вот чугуний. Но тут тоже есть типа теплообменника или что-то такое. Вот это все надо забывать, ребят. Переходить на гибридные технологии. Экономить бабки. А за год, за 3 года человек этот неплохо так сэкономил. Если даже с одной поездки, сами, да, вот он рассказал, то, что он в Еланку там дальше даже съездил, туда-обратно на 1000 рублей. Здесь в Туймаде заправился на выезде по Покровскому тракту. И 1000 рублей всего потратил. Это же где такое видано? Так что думайте головой. Все, всем пока.